у нас не готовы платить за контент. Мы очень привыкли изначально получать бесплатно абсолютно все. Современные журналисты, эксперты используют искусственный интеллект. Я не раз говорила, что я использую ChatGPT. Это все может являться дезинформацией. Да, вы можете быть не согласным, вы можете об этом громко не кричать на самом деле, да? Да. Я могу с помощью 2 кликов просто направить огромное количество хейта. Меня помидорами закидают. Выражать свое мнение, мне кажется, это абсолютно нормально. Вы позиционируете себя как журналист. Мы уже можем предъявить. Серьезно. И теперь у меня есть самый главный вопрос, который я задаю в конце всем гостям. Мне страшно. Всем привет, с вами Аржан Хафиз, и вы смотрите подкаст Айшулпан для тех, кто ищет новые знания и мотивацию на большие дела. Сфера медиа стремительно меняется, и мерилами успеха чаще становятся лайки, репосты и комментарии от аудитории. Создание контента для привлечения внимания от аудитории чаще становится главной целью, а создание полезного и качественного контента требует много усилий и времени. В таких ситуациях важны большие партнерства. К примеру, подкаст Айшулпан поддерживается представительством Европейского Союза в Казахстане. Мы сталкиваемся с новой эпохой в медиа. Что же нас ждет сейчас и чего ждать в будущем? Давайте же обсудим это сегодня с нашей гостьей, которая является медиаэкспертом и сама представляет новое медиа. Начинаем! Меня зовут Зарина Буимбаева. Я являюсь пиар-специалистом, журналистом дипломированным и веду свой авторский подкаст 7010 на YouTube-платформе. Я закончила факультет журналистики в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Там же закончила магистратуру на востоковедении. Позже я поступила во Францию, в университет Лион Люмьер 2, где я закончила медиа и коммуникации. Это была моя вторая магистратура. Ну и позже я в Казахстане защитила свою докторскую степень PhD, тоже в сфере медиа и коммуникации. Моя суперсила, наверное, это нетворкинг. Возможно, это понимание людей. Это, наверное, всегда искать что-то интересное, креативное, вдохновляться этим. Я обожаю путешествовать. На сегодняшний день я, наверное, посетила более 25 стран. Очень много городов, я помню, даже считала, это, наверное, больше 100 городов. Путешествие для меня, это, знаете, вот вдохновение, открывать для себя новые горизонты, новую культуру. Обожаю читать, слушать. Ну, возможно, я нахожусь, да, в сфере медиа. И ходить пешком. Слоган моей жизни, он каждый раз меняется. Слоган на сейчас — это, наверное, всегда оставаться человеком. Зарина, добро пожаловать на подкаст Айшулпан. Спасибо большое. Сегодня мы можем целыми днями сидеть в смартфонах и следить в социальных сетях за рилсами, шортами разных блогеров, медиапроектов и пабликов. А как вы считаете, это новое направление СМИ? Или же мы говорим также о продолжении старого медиа? Ну, во-первых, сейчас у нас, тем более постковидное время, да, мы все активно начали использовать социальные сети. И социальные сети сейчас мы больше даже воспринимаем не как просто социальные сети, где мы показываем, да, наш какой-то лайфстайл, но как источник информации. Вот. Поэтому, мне кажется, социальные сети, они как-то так уже, по идее, они появились уже в 2013-2014 году, но сейчас 23-й, 24-й и в целом 22-й год, наверное, был такой прям бум, да, с учетом всех AI, да, там, технологий, развития социальных сетей. Мы понимаем, что все медиа, они должны в любом случае использовать эту площадку как транслировать, то есть свои новости, все, что происходит в мире, все, что происходит у нас локально, глобально, мы все это сейчас узнаем через социальные сети. Причем социальные сети, они ускорили подачу информации. Очень много в целом информации появилось у нас, получается, с развитием интернета. И восприятие этой информации, переваривание этой информации, оно тоже требует, да, определенных скиллов, скажем так, развивать не только у просто, да, там, людей, а начиная от мала до велика.
А вы считаете, что социальные сети — это сейчас новое направление медиа? Абсолютно, абсолютно новое направление, абсолютно. А помимо социальных сетей, что бы вы назвали вообще новое медиа? Что это такое? Но новые медиа, возможно, это форматы. Но в любом случае новые медиа, оно очень тесно связано именно с развитием интернета. То есть даже если мы говорим дезинформация и факт-чекинг, да, то есть это тоже развилось совместно вместе с интернетом. То есть очень много информации, мы можем утонуть в этой информации, очень много слухов. И это все нужно чекать, да, на определенные факты, насколько это достоверно, насколько нет. Поэтому мне кажется, это абсолютно нормально, то, что с интернетом вместе развиваются различные форматы. Это факт-чекинг, это подкасты, те же самые, да, то есть появлением Ютуба и теми возможностями, которые дает нам YouTube, мы, получается, ведем, да, видеоподкасты. К примеру, наш iShowpan, да? Вот. И это позволяет как раз-таки доносить определенные наши месседжи, ценности, в том числе не только медиа, а в том числе и какие-то корпоративные, да, социальные, экономически значимые. То есть это все позволяет нам доносить ту информацию, которую мы хотим. То есть информация равно это медиа, да, в любом случае. Потом с появлением как раз-таки технологий мы начали развивать онлайн-комьюнити. Онлайн-комьюнити — это тоже своего рода площадка, где люди делятся информацией. То есть там, где присутствует информация, там уже дефолтно присутствует контент. Вот. А понимать, насколько качественный контент, это уже, скажем так, ответственность того человека, который потребляет этот контент. Для этого нужно развиваться, для этого нужно читать, развивать свое критическое мышление, да, понимать какие-то, скажем так, социальные явления. Ну и в целом какие-то социальные явления, они очень тесно связаны с тем же медиа. То есть медиа, культура, социум, политика, они все очень тесно связаны друг с другом. То назовите мне 3 ключевых тренда, которые оказывают самое большое влияние на медиа сейчас. Ой, это, наверное, дата, аналитика данных. То есть дата-журналистика. Я сама, в принципе, преподавала именно по данным. У нас в КАЗГУ, Казахский национальный университет, факультет журналистики, преподавала научную журналистику, преподавала дата-журналистику, в том числе и факт-чекинг. Да. И здесь мы понимаем, что данные, они могут нам рассказать историю. Они могут нам дать понять, откуда исходит проблема. То есть если журналист умеет работать с данными, умеет извлечь эти данные, обработать эти данные, он может на основе этих данных построить очень крутой сторителлинг. Он может на этих данных построить, то есть увидеть проблему. И получается через его скиллы, да, через скиллы журналиста передать, скажем так, определенную тематику именно в медиа, то есть именно посредством контента. И это намного облегчает, скажем так, общественности воспринимать ту или иную информацию. Плюс ко всему, видите, у нас сейчас с появлением интернета очень много открытых баз, да, данных, где мы можем спокойно извлекать информацию. Но не каждый знает, скажем так, не владеет теми тулами, которые помогают, да, условно облегчить это все, вытащить эти данные, прочитать эти данные, анализировать и дальше его использовать уже в своих материалах. То есть это дата-журналистика, да, одним словом. Очень много там бывает таких споров, дата-журналистика, чем она отличается от расследовательской журналистики и так далее. Да. Но тут дата-журналистика — это работа именно с данными, с огромным количеством данных, да, big data, то есть понимание, да, всего этого. Вот. Дата-журналистика, AI-технологии. Сейчас мы знаем, да, то, что AI-технологии тоже облегчают, позволяют, скажем так, генерить контент, генерить идеи. И в целом, в принципе, AI-технологии, они помогают нам визуально красиво оформлять непосредственно сам контент. Поэтому, мне кажется, это все будущее. Даже не то, чтобы будущее, оно уже настало, оно уже есть, мы на данный момент можем использовать. Да, тот же Midjourney, допустим. Да? То есть мы задаем AI определенные параметры, то есть по этим параметрам нам уже AI предлагает определенную картинку, которую мы дальше уже можем использовать для наших медиа. То есть мы уже не будем сидеть, нуждаться в дизайнере. Мы можем по нашему запросу, по нашим требованиям взять именно то, что нам нужно. Да? Но главное правильно построить алгоритм. Кстати, есть такое понимание касательно алгоритмов. Алгоритмы нам очень много что могут сузить.
Да, те же социальные сети. Социальные сети, они полностью построены на алгоритмах. Мы зависим от этих алгоритмов. То есть мы не можем условно, да, выстроить свой алгоритм. Мы подстраиваемся, наоборот, под тот алгоритм, который нам выдает тот же AI. Поэтому нужно будет иногда эти алгоритмы выбивать. У меня был момент, когда я вот недавно буквально деактивировала свои социальные сети, потому что я понимала, что все, я нахожусь в одном вакууме. И мне алгоритм того же Инстаграма предлагает один и тот же контент. И получается, в течение года я использую, юзаю один и тот же контент. И все, мое критическое мышление, оно уже не работает. Да, условно. И я, допустим, могу там открыть, да, дополнительно какой-то аккаунт, обратно собирать. То есть на кого я подписана, кто на меня подписан. Мы все используем один и тот же вакуум. Поэтому иногда периодично я отписываюсь от кого-то, на кого-то подписываюсь, либо деактивирую свой аккаунт, да, чтобы алгоритм уже полностью не высчитывал то, что он все время будет мне предлагать. То есть мне хочется как-то расширить кругозор. Поэтому я не всегда захожу в те же социальные сети, чтобы получить какую-то качественную информацию. То есть социальные сети, оно максимально сужает, и оно показывает самые популярные, да, теги, тематики и так далее. Поэтому нужно непосредственно заходить на конкретные какие-то площадки. Те же медиаплощадки, медиаплатформы, да, и не только там на русском, на казахском языках, на английском, на французском, я не знаю, какими языками вы владеете. То есть тем самым вы расширяете возможности потребления контента, и тем самым у вас уже глаз не замыливается. А поскольку мы потребляем только один и тот же контент, мы уже живем в одном вакууме, тем самым у нас уже психология это все воспринимает как что-то должное, либо мы уже это не замечаем, либо даже элементарно бывает касательно тех же беттинговых компаний. Да? То есть мы знаем, что они очень часто влияют на нас с теми же билбордами. Что мы делаем? Мы тем самым, мы каждый раз видим, мы первый раз увидели, мы сказали, почему они вывесили везде свои билборды. Второй раз мы еще раз можем возмутиться. В третий раз мы его не видим. В четвертый раз мы вообще об этом забываем. И тем самым, то есть это все инструменты влияния на, условно, восприятие информации. И тем самым мы уже думаем, что это абсолютно нормально. Мы не видим, мозг воспринимает это абсолютно нормально. Поэтому над тем, что вы потребляете, мы, люди, должны понимать, что мы потребляем, как мы это потребляем и через какие каналы потребляем. Вот, допустим, в Европе, кстати, когда я вот училась, у нас был такой момент, в медиа очень редко, крайне редко ссылаются на какое-либо медиа. Почему? Потому что это говорит о том, что я отказываюсь от своей ответственности. То есть я как журналист, и мы как редакция отказываемся от какой-либо ответственности. Мы ссылаемся на тот или иной контент, либо там на тот или иной источник. И тем самым, получается, человек, который потребляет этот контент, он уже сознательно понимает, что он потребляет контент, который, возможно, не прочекан. Да? То есть, когда человек платит за контент, он требует качественный контент. И очень часто в Европе, допустим, люди берут подписки. Очень много подписок там для пенсионеров, для студентов, к примеру. Да? Но ты понимаешь, что этот контент пройден определенный путь. Да? У этого контента есть какой-то, я не знаю, там, journey map, да, условно. Он там журналист его написал, журналист его отредактировал, редакция его прочитала, редакция выдала, тем самым редакция несет ответственность за этот контент. А у нас нету такого понимания, как платить за контент. Соответственно, то, что мы получаем бесплатно, соответственно, это получается, мы получаем то, что мы получаем. Как вы думаете, пойдем ли мы к этому сейчас в Казахстане? На этот вопрос на самом деле сложно ответить, потому что я еще не видела, что у нас в Казахстане есть какие-то подписки. Возможно, есть такие подписки, где мы хотим поддержать тот или иной медиа, да, чтобы нам условно дали ту или иную информацию, проверенную, хорошую, да, либо какой-то спецпроект, возможно. А так, чтобы какое-то медиа монетизировало свой контент, я такого не видела пока. Может быть, я ошибаюсь. Вообще, как вы видите будущее медиа в Казахстане в течение 10 лет? В течение 10 лет, знаете, даже на 2 года вперед строить какую-то стратегию и уже видеть что-то, это очень сложно. Почему? Потому что мир очень сильно меняется. Буквально, что в тренде сегодня, через полгода это не в тренде. И как же Сложно. успевать за этими трендами? Нужно следить, нужно анализировать, нужно мониторить и нужно, возможно, менеджменту, медиа-менеджменту
развивать свое какое-то визионерское мышление, критическое мышление. То есть здесь уже идет работа над менеджментом, скорее всего. То есть нужно задавать какой-то тон, либо создавать самому. Я понимаю, что это очень сложно. Почему? Потому что, во-первых, у нас популяция не такая большая, и наша условно, у нас не готовы платить за контент. Мы очень привыкли изначально получать бесплатно абсолютно все. Все, что мы потребляем бесплатно. Бывали моменты, когда я говорила на русском языке в Европе. Ну, то есть, когда я училась на магистратуре, у нас бывали такие моменты, когда говорили про пиратские сайты. И вы знаете, тогда говорили, вот пиратские сайты, а вы знаете, это русофоны используют пиратские сайты. Мне было так обидно на самом деле. То есть мы даже когда потребляем тот или иной источник, мы бессознательно ищем бесплатные источники. Мы не готовы платить за тот же качественный научный, за ту же качественную научную статью. Нам легче что-то там бесплатное найти. Вот честно. То есть нужно уметь платить за качественный контент. Это культура, и его нужно воспитывать. Я в медиа уже несколько лет и хотела бы связать с этим всю свою жизнь. Зарина, вы являетесь дипломированным специалистом в своей сфере. Что бы вы сказали насчет различий между обучением в казахстанских журфаках и в европейских? Ой, знаете, когда мне было 22 года, я когда впервые подавалась во Францию, мне тогда казалось, что это вау, это нечто. Потом во второй раз я подалась, когда мне было 28. И когда уже я поехала в 28, я уже конкретно четко могла очертить то, что мне нужно, то, что мне не нужно, чем это лучше, чем это хуже. На самом деле я вот сейчас, возможно, и раньше я говорила, вау, там все круто, а сейчас я больше, наверное, склоняюсь к тому, что все зависит от самого человека. Человек, неважно, находясь где, неважно, в Казахстане вы находитесь, в Европе вы находитесь, если вы хотите получить качественные знания, вы его получите. Если вы не хотите получать качественные знания, сколько бы вам ни на блюдечке приносили, да, какое-либо там знание, то вы его не получите. То есть это все зависит от желания самого человека. Да, Европа, либо там Америка, да, либо другие страны, они больше, наверное, влияют на кругозор. Это очень шикарный нетворкинг. Это прям безумно шикарный нетворкинг на самом деле. Это мировоззрение у человека, оно становится настолько широким, и ты настолько принимаешь этот весь мир таким же необъятным на самом деле. То есть ты уже мыслишь, возможно, не локально, а ты уже реально мыслишь на каком-то международном уровне. Вот. Поэтому, мне кажется, больше, наверное, от этого зависит. Да, есть свои плюшки, очень много своих плюшек, да, ты можешь там попутешествовать, у тебя куча друзей там из разных стран, разных национальностей, разная культура, да, и это все на самом деле каждый раз дает тебе тот голод, блин, это интересно, я хочу увидеть, я хочу посмотреть. То есть и с каждым разом ты выходишь из какой-то вот этой вот рамки мышления. Вот в этом плане я скажу да. Это круто. Да, не бывают, а частенько ты можешь посетить очень много различных мероприятий. У тебя развивается насмотренность. Насмотренность на мероприятия, насмотренность на получение образования, насмотренность на подачу информации профессоров. Да, да, наши профессора, я не умаляю, у нас очень много классных, крутых специалистов, экспертов, как на образовательном рынке, так же и на профессиональном рынке. Да. В Европе, возможно, знаете, это палитра цветов, да, если мы возьмем какую-то палитру, там очень много цветов, да, то есть там очень много того, что можно выбрать. То есть это такой большой-большой-большой шведский стол. Что тебе нравится, ты можешь оттуда взять. А локально, да, возможно, ты где-то не так много выбора, но что-то качественное ты можешь для себя получить, либо ты можешь это создать. А в чем же преимущество обучения населения круассанов и красных беретов? Ведь, может быть, у вас были какие-то привилегии. Кстати, вот в этом плане вообще именно поступить на медиа во Францию это очень сложно. Это очень сложно. Я, наверное, готовилась лет 5. Да. А я начала подавать с 2012 года. Мне все время отказывали.
Вы не знаете, сколько отказов я получила на свою электронную почту. Возможно, даже открыть. На тот момент у меня был Mail.ru. Если открыть и посмотреть, там всегда все время писали то, что вот вам отказано, вам еще нужно дорасти, вам нужно там обогатить свое портфолио и так далее, так далее, так далее. И на самом деле я вот по сей день очень благодарна посольству Франции в Казахстане. Я помню, когда я работала на телеканале, так получилось, я знаю французский, и шеф-редактор отправляет меня, получается, снять репортаж в рамках мероприятия французского посольства. Я пошла, отсняла это мероприятие, и атташе увидел, что я разговариваю на французском, и они мне в ответку отправили ссылку. Сказали, что есть такие грантовые программы, попробуйте подать. То есть это было, знаете, прям на такой конкурсной основе открытая программа. Я подала, заполнила там досье полностью, отправила. Прошла первый тур, когда был отбор среди кандидатов, да, условно, именно по досье. После досье меня пригласили на интервью, причем пригласили прям в посольство. Это было в Астане. Пригласили на интервью. Я зашла, мне позадавали вопросы. Причем я в своем досье на тот момент указала, что я уже до этого училась в Страсбурге. В Страсбург я ездила по программу обмена. И вы знаете, насколько меня удивило то, что с посольства позвонили моему профессору, который на тот момент был моим адвайзером в Страсбурге. Они позвонили и взяли у него рекомендацию. То есть взяли у него рекомендацию и говорят, а мы позвонили, вот его звали месье Стефан де Тапья. В общем, ему позвонили, причем у него узнали, насколько, как я училась, да, насколько людям важно, кого они отправляют. А мой профессор, он, видать, очень хорошо обо мне отозвался. Вот они говорят, я была удивлена, я просто написала, где я училась, как, что, но ни за что бы не подумала, что они пойдут и поговорят, да, именно с тем профессором. Вот, потом они мне говорят, а мы вот созвонились с университетом. Честно, я была в легком шоке. Прошла собеседование, помню, оно где-то длилось, наверное, около часа. Они задавали разные вопросы, чем я мотивирована, что мне это даст и так далее, и так далее. Я помню, ответила на все эти вопросы, они сказали, окей, хорошо, мы отпишемся. И где-то через неделю или через 2 мне приходит письмо, в письме поздравляют и говорят, что вот я получила грант. Это был грант на краткосрочное обучение, там где-то около 1,5 месяца в высшей школе Парижа. В этой школе, на тот момент я даже не знала про эту школу, это была школа именно для журналистов. Больше делали акцент именно на практику. Нас водили, я помню уже, мы были на всех телеканалах республиканских, французских, на радио, во французском пресс-агентстве, AFP, который самый знаменитый, Agence France Presse. Вот, мы там были, помню. Ой, много где мы были, и все те, кто преподавал нам на тот момент лекции, они все были практиками. Они все работали где-то там на очень крутых телеканалах, либо в каких-то изданиях, помню. На тот момент нас собрали там со всего мира. В общем, у нас с 8 утра до 6 вечера. Это было классно, обучение было очень дорогое. Посольство все оплатило полностью. Оплатило за учебу, за перелет, за медстраховку, за визу, за проживание. Еще плюс на тот момент, на все эти дни, которые я там пребывала, мне кажется, дали $1000 или 990 евро или 1000 евро. Они мне дали еще плюс стипендию, чтобы это я могла тратить на какие-то свои карманные расходы. Вот. И это было, наверное, прям такой отправной точкой. Благодаря как раз-таки этому обучению, я когда его уже начала указывать у себя в досье, когда уже по следующие годы отправляла поступать на магистратуру в медиа, тогда это сыграло роль. Вот тогда это сыграло такую достаточно решающую роль. То есть это, видите, такое, скажем так, степ-бай-степ все было. Вот, поэтому, мне кажется, самое главное — это ничего не бояться, идти и всегда быть открытым к знаниям, открытым к людям. То есть, когда мы нетворкимся, когда мы посещаем какие-то мероприятия, всегда могут быть какие-то возможности открыться. Вот. Чем мы больше, скажем так, открыты миру, тем и мир открыт к нам. Скажите что-нибудь на французском. Так что сказать? Вдохновляй примером. Inspiré avec ton exemple.
Вот. Это очень красивый язык. Inspiré, ну, мне кажется, inspiration это и на Ну да. английском, и на французском, да. Inspiration, inspiration. Тяжело было его Либо учить? inspire. Знаете, с тем, когда у тебя произношение казахское, произносить какие-то звуки на французском намного легче. А когда у тебя грамматика хорошая, да, скажем так, русская хорошая грамматика, то легче воспринимается восприятие именно французской грамматики. Потому что во французской грамматике есть и женский, и мужской пол. В общем, и если ты знаешь русский, намного легче это воспринимать. Вот. Но в любом случае, я очень часто путала мужской и женский род. Я могла сказать там «мой ручка», да, на французском. Но это все приходит с практикой. Никогда не нужно бояться там, незнания языка. Это абсолютно нормально, когда это иностранный язык и когда ты делаешь какие-то ошибки. А ненормально, когда ты боишься и из-за того, что ты, возможно, да, у тебя в голове ты думаешь, что ты сейчас что-то неправильно скажешь, и это как раз-таки, наоборот, закрывает перед тобой какую-то возможность. Поэтому, наверное, нужно не бояться просто и идти просто изучать. Как говорится, идти ва-банк. То есть ва-банк — это на французском идти в банк. А почему именно Франция? Ведь большинство казахов, к примеру, любят Лондон. Хороший вопрос. Я когда училась в школе, я помню, зашел завуч. Он зашел, знаете, с картинкой Эйфелевой башни. Тогда нам, в школе сказали учить французский язык. Нам поставили французский язык. И многие не хотели, родители тоже не хотели. Завуч зашел, причем он не поленился, распечатал постер, такой большой постер, цветной, красивый. Зашел и такой говорит, он еще такой был с юмором, очень классный, Куаныш Тиганагай Болатын. Такой показывает этот постер и говорит, кто будет учить французский, тот будет учиться вот здесь. И показывает, главное, на Эйфелеву башню. И моя вот эта вот память детская в 5 классе, она настолько у меня вот здесь вот в голове осталась. Я говорю, я хочу увидеть эту Эйфелеву башню. Тогда, наверное, нужно реально учить французский язык. Ну, то есть это смотивировало, просто какая-то картинка меня смотивировала учить язык. Вот. Вообще, по идее, истоки там оттуда идут. В мире, где информационное пространство находится под постоянным напором цензуры и давления со стороны различных политических и корпоративных сил, сейчас происходит много отмены канцелинга, я бы сказала. Сейчас много происходит цензуры, и где могут даже забанить каких-то блогеров, каких-то контент-мейкеров и журналистов. Как же с этим справляются и какие есть вызовы? Ой, на самом деле это, наверное, такой вопрос, который требует больше часа дискуссии. То есть сама по себе отмена культуры, мы не раз на лекциях со студентами тоже обсуждали этот момент, да. То есть культура отмены, она всегда была на самом деле. Она еще, я не знаю, испокон веков, да, скажем так, когда кто-то кому-то что-то неудобно, либо неугодно, мы что делали? Мы пытались, да, условно коллективно на это повлиять. Вот. Потом это потихоньку разрасталось. Очень много европейских, американских примеров касательно cancel culture, да. И потом у нас в Казахстане это тоже стало модно. Вначале это было, скорее всего, на это очень воздействовала именно история по Майдану. Да. Потом это потихоньку начало приходить к нам. И как-то незаметно, возможно, быстренько это все словили и начали вокруг cancel culture дискутировать. Но на самом деле здесь нужно понимать. То есть каждый человек должен понимать, какую информацию он потребляет. И у нас сейчас в Казахстане очень, скажем так, активно развивается именно инфлюенсерский такой подход, да. То есть мы ищем себе ролевых моделей. Когда человек ищет себе ролевых моделей, когда человек не включает критическое мышление, когда человек отказывается от ответственности того, что он потребляет. Легче всегда посмотреть на кого-то, быть на какой-то стороне, скажем так, да, условно. Если большинство кого-то хейтят, то я лучше буду на стороне большинства, да, и буду хорошим, правым, мягким, пушистым, да.
Мы очень боимся, когда большинство уходит. Это, наверное, такое даже какое-то социальное явление. Да? Очень много вокруг именно этой культуры, социальных, политических, культурных исследований, на самом деле, очень много гипотез, по идее, касательно отмены культуры. Да? То есть это когда нам всегда легче кого-то найти, как мишень, забить, да, условно, и хейтить. Либо хейтить, либо, да, это на самом деле очень классно, да, влияет тогда, когда есть какая-то дезинформация идет. И когда мы умеем различать на самом деле ситуацию, когда мы анализируем ситуацию. Поэтому сейчас очень такое, да, это даже какой-то инструмент, я бы сказала, информационной войны на сегодняшний день. То есть если это раньше, до, скажем так, развития интернет-технологий и развития в целом медиа именно в диджитал, да, пространстве, то есть как такового прям, скажем так, бума не было. А с развитием интернета этот бум, он все больше и больше, да. Иногда бывает, а сейчас, возможно, меня помидорами закидают, почему я должен выделяться и говорить что-то. И это где-то может, скажем так, влиять на цензуру, влиять на свободу слова. Поэтому здесь нужно включать критическое мышление везде. Критическое мышление, оно, скажем так, его можно на самом деле развить, по идее нужно. И его нужно развивать уже там, я не знаю, со школьной скамьи на самом деле. Школьная скамья, университет, да, окружение, профессиональное, да, окружение ваше. То есть каждый раз мы должны себя развивать. Мы не должны всегда идти на поводу того, что нам дают. То есть дают там определенную информацию, мы слушаем эту информацию и все. Да. Либо кто-то из инфлюенсеров, мы его почитаем, уважаем, да, для нас это человек-авторитет, мы верим этому человеку. Даже если вы верите, всегда перепроверяйте. И да, вы можете быть не согласным, вы можете об этом громко не кричать на самом деле, да, но выражать свое мнение, мне кажется, это абсолютно нормально. И видите, сейчас у нас уже есть такой небольшой страх, люди уже боятся быть заканцеленным, да, то есть и боятся уже выражать какое-то свое мнение, особенно публичные личности. Обратная сторона, да, очень хорошо можно это использовать в, скажем так, каких-то информационных войнах, натравить, допустим, определенную аудиторию на вторую аудиторию. Да? То есть здесь нужно уметь анализировать, уметь, опять-таки, это все там друг от друга отделять, да, условно. Зерна от плев, да. А какие же стратегии применяются журналистами для Мгм. того, чтобы обходить эту культуру отмены? Мне кажется, журналисты всегда должны быть в поиске. Они всегда должны быть в поиске, они должны уметь анализировать любую информацию, работать с фактами, с данными и всегда быть объективным. Вот, не придерживаться конкретной стороны. А откуда вы это знаете? Вы сталкивались сами с культурой калсинга? Я лично нет, не сталкивалась. Я лично не сталкивалась, но поскольку я преподаю, и я преподаю уже более 6 лет в университете, мы часто анализируем те или иные кейсы со студентами. Мы как бы смотрим, да, да, у нас есть теоретическая какая-то часть, то есть теоретическая база, и к этой теоретической базе мы разбираем уже какие-то определенные кейсы. В эпоху мгновенной связи и социальных сетей очень быстро распространяется информация. Я могу с помощью 2 кликов просто направить огромное количество хейта, либо даже, возможно, овации в сторону какой-то личности. И это все может являться дезинформацией. Мгм. Так как же справляться в мире дезинформации журналистам? Ой, знаете, этот вопрос, наверное, опять-таки связан с постковидным периодом. То есть во время ковида мы очень много сталкивались именно с дезинформацией, да. Хотя дезинформация, если, допустим, пойти дальше, да, во времена Трампа, скажем так, да, во времена выборов, да, Трампа, либо других президентов, да, в Америке, да, выявляли именно вот эти вот факты дезинформации, да. Поэтому оттуда уже начало потихоньку развиваться. Мы понимаем, что где-то нас там могут, да, там условно, да, в кавычках обмануть, то есть это дезинформация, да, то есть неправильная информация, непроверенная, невыверенная информация. Но поскольку СМИ, либо та или иная редакция,
Она уже зарегистрирована как СМИ, она должна отвечать за то, что она несет в массы. И люди должны понимать, подписываясь на те или иные паблики, которые не несут какой-то ответственности, они подписываются на то, что они могут потребить, скажем так, непроверенную информацию. Ровно так же и журналисты. Журналисты тоже, если они работают на определенные проверенные СМИ, да, скажем так, которые уже там по всем, скажем так, параметрам отвечают, да, что это журналистская, да, редакция, то есть там уже журналист несет ответственность. Журналист несет ответственность, у журналиста есть имя, и любой профессионал, уважающий себя, да, он в любом случае будет проверять информацию. Поэтому в любом случае тот или иной, допустим, там. Сейчас, кстати, очень много телеграм-каналов, да, анонимных появилось. Подписываясь опять-таки на такие анонимные телеграм-каналы, мы подписываемся просто на усеки. Вот. То есть это не выверенная информация. Подписываясь на конкретного журналиста с конкретным именем, мы уже можем предъявить. Да? Вы здесь больше позиционируете себя не просто как там блогер, вы позиционируете себя как четвертая власть, как журналист. У этого журналиста есть бэкграунд, у этого журналиста есть профайл, экспертиза, самое главное. То есть человек, журналист, он отвечает за то, что он уже распространяет. То есть у нас бывали, да, моменты, когда вот быстро нужен там, скажем так, кликбейтное, да, что-то. И мы что делаем? Мы сразу берем, да, там определенную информацию, несмотря какую дожмем, и это все публикуем. Нужно подождать, да, нужно получить какую-то официальную версию. А у нас очень сейчас с развитием интернета, плюс еще один такой момент, мы пытаемся быстрее всех выдать информацию, собрать побольше лайков на самом деле сейчас. Но это не есть цель журналистики. Цель журналистики — это подать качественную, проверенную, выверенную информацию с точками зрений. Не только, да, условно, одна точка зрения, и мы выдаем эту одну точку зрения. Нет, журналистика, она сугубо объективной должна быть. Никакого субъективизма. Да, мы можем предоставлять возможность людям мыслить. То есть человек, прочитав определенную информацию, он должен сам сделать вывод. Мы не должны на него навязать вывод. Мы не должны манипулировать информацией. Вот это, да, это уже профессиональная, классная, скажем так, журналистика, которая, в принципе, нам нужна. А смогли бы вы посчитать блогера журналистом? Ну, знаете, я вот не помню сейчас последний закон. Вроде как и блогеров, да, уже приравняют к СМИ. Вот. Поэтому каждый блогер должен открыть этику, открыть закон о СМИ и в целом вообще понять, что такое журналистика и как, в принципе, да, делиться информацией, понимать, что он несет в общество. Но ведь часто бывает такое, то что заголовок может не совпадать с контентом. Да, это как раз-таки называется, да, кликбейтность, когда мы больше гонимся за engagement rate, да, то есть мы гонимся за тем, что сколько людей это посмотрит, сколько это людей лайкнут, то есть мне кажется, даже там за этим где-то скрывается эго, да, которое нам хочется потешить, то есть мы хотим побольше собрать просмотров. Но на самом деле, да, это, мне кажется, этого уже не избежать на самом деле. Просто здесь уже включается эксперт крутой, допустим, да, классный эксперт-журналист, который уже морально, эмоционально, психологически, профессионально несет ответственность за весь тот контент, который он шерит, либо за тот контент, которым он делится в целом. А сейчас мы перейдем к моей самой любимой теме — искусственный интеллект. Супер. Ага. А вы сами используете чат GPT? Конечно. Я не раз говорила, что я использую чат GPT. Оно мне очень облегчает жизнь. Получается, современные журналисты, эксперты используют искусственный интеллект. Но знаете, касательно журналистики, именно, да, журналистов я не знаю, я за них не могу отвечать, но я больше, наверное, отвечу за то, когда я использую его в корпоративных, да, планах, либо каких-то коммерческих, да. То есть мне нужно там описать какой-то продукт, условно, да, поскольку у меня сейчас уже больше в пиаре, поэтому какие-то месседжи. Мне очень помогает чат GPT. Либо мне нужно там собрать какие-то данные, а мне это очень-очень-очень по времени, да, не успеваю. Тогда я обращаюсь к чату, говорю, помоги, вот тебе скрипты, либо вот тебе промпты.
прописываю. И потом, нет, конечно, я не говорю, что я там все сделала, и все, я только беру то, что мне выдал чат GPT. На самом деле, вы знаете, это просто какая-то база. Единственное, если нам Google раньше мы в поисковик, да, выдавали, потом под каждый линк проходили, все вычитывали, а GPT позволяет это все как-то сузить, да, и что-то там выдать, да, более-менее такое удобное. А дальше уже это все развить. Это уже ваша экспертиза. Без экспертизы там сразу видно, что это просто написано искусственным интеллектом. Это когда даже нам же звонят же с определенного там банка, и когда получается, на линии голос, да, AI-шный, мы сразу понимаем, и нам сразу, да, немножко некомфортно становится. Вот ровно так же, когда ты вычитываешь там определенную информацию, либо текст, ты прям чувствуешь, что это не человек написал. Вот это невооруженным взглядом видно. Да, возможно, там сейчас у чата GPT есть, да, там 4-я, 5-я версия, там еще какая-то крутая версия, там Мета, да, объявляет, что в этом году там еще что-то крутое запустит. Но мне кажется, все равно без людей просто надеяться на AI, это, ну, пока, возможно, это нереально. Но людям нужно расширить свои скиллы, свои возможности, не, скажем так, не отнекиваться от инструментов AI, а наоборот пользоваться и пользоваться во благо. А какие вызовы ждут журналистики из-за AI? Ведь можно создать, например, там элементарный телеграм-паблик, в котором у меня бот будет каждый день писать там статистику по каким-то новостям. Да, да. Ну, то есть, возможно, какие-то дайджесты, какие-то ньюс, да, там это все как-то скажем так, упаковать под новостной стиль, да, AI сможет. Но в любом случае делать какие-то классные интервью, записывать какие-то классные интервью именно с экспертами, либо делать какую-то расследовательскую журналистику, либо тоже даже, ну, дата-журналистику, возможно, да, но в любом случае там, где присутствует человек, там всегда присутствует история. А мы в любом случае через историю и удерживаем, скорее всего, аудиторию. Но это нужно смотреть. То есть пока что журналистам не стоит бояться AI? Мне кажется, нет. Надо наоборот, мне кажется, им быстренько идти, обучиться и пользоваться на здоровье. Я хотела бы вам задать блиц-опрос, который вам нужно будет выбрать один из двух вариантов. Окей. Газета или паблик? Ой, я газеты уже давно не читаю. Паблик, наверное. Но в Европе я всегда читала газеты. Серьезно? Потому что там культура. Там культура чтения газеты. Там в метро зашел, все взял, там Le Parisien, либо там метро, и читаешь все новости городские. Какие паблики вы чаще всего читаете? В Казахстане это, наверное, больше, даже если это не только просто паблики, это, наверное, новостные паблики те же, да, там. А если такие больше качественный контент, то это, наверное, разные, там, тот же, например, Dubsöz, да, ребята, где делятся очень интересными мыслями. Очень много казах граммар, да, тоже классные, например, могут мысли оформлять, да, либо качественный контент, по крайней мере. Я прямо очень сузила, скажем так, каналы, которые я потребляю на сегодняшний день, потому что, опять-таки, да, я говорила, что я прям очень в вакууме оказалась. То есть, несмотря там 10 телеграм-каналов, и везде одни и те же новости выходят. А хочется что-то качественное смотреть. Поэтому больше, наверное, ухожу в такие там Unknown Kazakh тоже читаю. Ребята классные, да, там что-то выдают. Либо единичных журналистов, как Альяшем. Очень проверенную, классную информацию, да, человек выдает. То есть человек сначала через себя прочитывает, да, условно 10 тысяч томов, да, и выдает эту информацию. То есть я понимаю, что человек несет ответственность за то, что он делает. Вы очень много говорите про качественную информацию, но не бывает у вас такого, что вам просто хочется вот отдохнуть? Бывает. Я как раз-таки качественную информацию не каждый день читаю. Потому что качественную информацию читать каждый день, это, ну, знаете, у нас не генерят. У нас так не генерят. То есть у нас очень много обычных новостей. Вот, поэтому ты ищешь этот качественный контент. В день ты можешь, я не знаю, только 1-2 поста посмотреть, послушать. То есть в целом некачественной информации место есть? Много их. Они отовсюду тебя достанут. Видео или аудиоформат?
Ой, и то, и другое, знаете. Я и аудиал, и визуал. Поэтому мой подкаст, мой личный подкаст, он и в аудио, и в видео формате. То есть я в аудио люблю слушать, когда я бегаю, либо хожу пешком. А когда я там условно, да, хочу посмотреть красивую картинку, насладиться, я открываю картинку. Мне прям, картинку, наверное, я смотрю больше с эстетической точки зрения. Вот. А аудио я больше смотрю, когда мне это комфортно, удобно. Я что-то делаю в действии, я не отвлекаюсь. Вот, как-то так. Назовите 3 самых любимых подкаста. 3 самых любимых подкаста. Очень нравится Депсёс. Часто их слушаю. Раньше очень часто их репостила. Вот. Смотрела Замандас тоже. Нет, смотрю, это зависит от гостей. Потом последние 3 года я просто работала в сфере IT, поэтому все, что было связано с IT, я много чего читала, смотрела. Коллектив или творчество в одиночку? Ой, я командный игрок. Да, коллектив. Компетенция или опыт? Опыт. Однозначно опыт. Ну а что, если, например, будет действительно опытный человек, но он не будет у него не будет диплома, у него не будет знаний, возможно, от профессоров? Как же он будет знать, как проводить экспертизу? Он всегда может это наверстать по мере необходимости. Человек может быть теоретически очень подкованным, но в практике он может чего-то бояться, не идти. А практика это всегда требует рисков. Очень большого, скажем так, критического потенциала критического мышления и анализа. То есть теория не особо важна? Теория важна как база, но практика, скорее всего, скажет больше, чем теория. То есть мы должны проверять определенные гипотезы. Гипотезы мы можем проверять только, когда мы что-то делаем, когда есть какой-то экшен. Подарки получать или дарить? И то, и другое. Честно, я обожаю получать подарки, но и я очень люблю дарить. Люблю, когда люди радуются. Неважно, это, знаете, это получать подарки, это не обязательно там что-то дорогое. Это классная книжка, это классная открытка с печенькой на самом деле, да? То есть здесь уже больше, наверное, эмоции. Ты даришь эмоции, ты получаешь эмоции. Google или Яндекс? Google. Мне очень удобно использовать Google. Вот, у меня iPhone, Google, в общем, вот. Опра Уинфри или Эллен Дедженерс? Конечно, Опра. Я даже до сих пор на все ее каналы в Ютубе подписана. И в Инстаграме на нее подписана. И я, когда на журфак поступала, я следила за ее интервью, за подачей, за вообще ее стилем, за всем. Мне кажется, это вот 2000-е, 90-е, ну ладно, 90-е, ладно, мы тогда еще только родились, да, 2000-е годы, мне кажется, это вообще прям топ. То есть вы скажете, что Опра Уинфри является вашим, ну, так сказать, примером для подражания, да, кумиром? Знаете, мне кажется, это достаточно такая историческая личность, которая внесла большую лепту в развитие медиа. Вообще в целом в развитие журналистики, поэтому, возможно, да. И теперь у меня есть самый главный вопрос, который я задаю в конце всем гостям. С какой Мне ценностью... страшно. С какой ценностью вы себя ассоциируете? С ценностью? Это в каком плане, можно уточнить? Ну, есть люди, которые сказали, там, можно сказать, милосердие, можно сказать, доброта, можно сказать, честность, можно сказать, дисциплина. Мягкость. Почему мягкость? Ну, возможно, да, я достаточно мягкая. Вообще в целом, во многом, в принятии решений. Могу всегда понять человека. И знаете, это, наверное, даже та ценность, которую я развивала в себе. Вот. Не то чтобы развивала, вы знаете, мир, он такой гибкий, и ты тоже должен быть гибким. Это больше как эмпатичность. Это даже agile, гибкость, да, мягкость. Гибкость. Да. Когда ты знаешь, когда ты как вода и можешь под любой камень. Спасибо вам большое за интервью, Спасибо. за подкаст. Мне было очень приятно, что вы пришли. Спасибо большое, мне тоже было очень приятно побеседовать с вами. И были очень крутые вопросы на самом деле. Я сейчас сама такая думаю, так, Зарина, ты там лишнего не наболтала. Вот. Ну, вы очень располагаете. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Есть. Все.